Всем привет, с вами я, Юдбик, и сегодня у нас очередная битва в турнире мелких. Сегодня сражаются Минотавр и Дарт Вейдер, но перед этим итоги предыдущей битвы. А в предыдущей битве сражались огромная змея Василиск и динозавр Индоминус Рекс. Индоминус Рекс победил с огромным трудом, у него 62%, а у Василиска 38%. У Индоминуса Рекса первое место в группе, у него 3 балла и 62%. Второе место у Василиска, у него 1 балл и 38%. И сегодня битва в этой же группе между Дартом Вейдером и Минотавром. Дарт Вейдер, темный ситх из фильмов «Звездные войны», был когда-то учеником Оби-Вана Кеноби, но перешел на темную сторону. Минотавр – существо из греческих мифов, человек с головой быка. Ну а теперь давайте же рассмотрим битву. И первый раунд – габариты. Вейдер ростом с обычного человека. Минотавр в многих произведениях был одинакового роста с человеком. Ну, например, в фильме «Перси Джексон» он очень прокачан и огромен. Как по мне, раунд физическая сила будет за Минотавром. Но в вооружении и опыте явное преимущество у Дарта Вейдера. А теперь перейдем к самой битве. Дарт Вейдер со своими способностями удушения и телекинеза за считанные секунды победит Минотавра. Также у Дарта Вейдера есть световой меч, от которого шерсть Минотавра будет поджигаться, и из-за этого он умрет. Но все-таки есть ли хоть один шанс у Минотавра? Да, такой шанс есть, но это маловероятно. Все дело в том, что в битве, чтобы победил Минотавр, Вейдер должен сильно тупить, чтобы не пользоваться своими способностями. И Минотавр должен сильно уклоняться от светового меча Дарта Вейдера. И в итоге он должен попасть своим лабрисом, или же просто его топором, по лицевой части костюма Вейдера, чтобы повредить его дыхательную систему, и уже задыхаясь, Вейдер проигрывает. Но, как я вам уже говорил, этот исход не то что маловероятен, он почти невозможен. Я по полочкам разложил, почему Вейдер победит легко, но решаю не я, а ты, поэтому голосуй. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.